Здравствуйте! Эфир нашего телеканала продолжит брифинг оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом. Узнаем о текущей эпидобстановке в регионе. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Какова ситуация в республике на сегодняшний день? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. Действует указ о повышенной готовности на территории республики. За последние сутки на территории, по данным управлением Роспотребнадзора, зарегистрировано 190 случаев новых случаев коронавирусной инфекции. На столицу республики приходится 84 случая. Большое количество случаев зарегистрировано в Нирингринском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Алданском районах. Необходимо обратить внимание на увеличение количества случаев в Вилюйском районе и, соответственно, на Усть-Алданский район, в котором также увеличилось количество выявленных случаев коронавирусной инфекции. От 1 до 4 случаев зарегистрировано в 18 районах республики. За ближайшие сутки за прошедшие сутки проведено 1564 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Всего за весь период с начала пандемии на территории республики обработано 860 064 теста. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, безусловно, у нас наступает, наверное, самая любимая неделя встречи Нового года. И у нас у всех новогоднее настроение. Безусловно, режим повышенной готовности остается. Тем не менее, я хочу обратить внимание на моменты, которые связаны с празднованием Нового года. Указом главы Республики Саха-Якутия установлены ограничения в части совместных празднований мероприятий. Указ готовился таким образом, чтобы все-таки Новый год стал поистине семейным праздником. И, безусловно, та информация, которая идет от административных комиссий о проведении достаточно больших и крупных корпоративов, она не может у нас не вызывать вопросов. В любом случае, при проведении совместных мероприятий помните четко принципами, которые мы старались жить, и вы прекрасно их соблюдали в течение всего этого года. Это прежде всего, и стараться соблюдать и социальную дистанцию, и не увеличивать тот круг контактов, который с вами был в течение всего этого года. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание на то, что торговые учреждения и точки в Республике Саха-Якутия вправе работать на более длительное время. Выбирайте для посещения магазинов время тогда, когда, соответственно, там меньше народа, и, соответственно, не подвергайте свою жизнь прежде всего опасности. Вирус сегодня есть. У нас в больницах республики сегодня продолжают лечение наши больные. К сожалению, увеличивается количество тяжелых больных, приезжающих и доставляемых из улусов республики. Поэтому очень хочется, чтобы новогодние праздники мы встречали с вами не на больничных койках. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом, а мы переходим к выпуску новостей. С 1 января вступают в силу важные законы и правила, которые коснутся многих россиян. В частности, полностью заработает система прямых выплат по больничным. Этот механизм позволит застрахованным гражданам получать пособие не через работодателя, а напрямую из фонда соцстрахования, гарантируя выплату пособий работнику вне зависимости от финансовой ситуации в организации. А органам, предоставляющим госуслуги, запретят требовать от заявителя документы, подтверждающие его заработок. Свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния нужно будет предоставлять только в случае их выдачи в другом государстве. В новом году вступит в силу новый перечень работ с вредными и опасными условиями, где ограничивается применение труда женщин. В устаревшем перечне было порядка 400 профессий, в обновленном порядка 100. Документ разрешил женщинам работать, к примеру, машинистами электропоезда или быть матросом на судне. В число запрещенных для женщин отраслей по-прежнему входят химические производства, добыча нефти и газа. И еще одно важное изменение. С 1 января
предоставлять налоговые декларации по транспортному и земельному налогу больше не нужно. Сообщения об их суммах будут формироваться в автоматизированной информационной системе Федеральной налоговой службы России. Как будет развиваться Арктика в ближайшие 4 года? В правительство внесена новая госпрограмма развития арктической зоны. Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента в ДВФО Юрий Трутнев. Объем финансирования программы составит 19,5 миллиардов рублей. В первую очередь средства направят на поддержку реализации инвестпроектов, благодаря которым в Арктике в ближайшие 4 года появится 30 тысяч новых рабочих мест. Правительство работает над механизмом, который позволит перенаправлять 50% налоговых доходов от новых инвестпроектов в Арктике на социально-экономическое развитие арктических регионов. Механизм должен заработать в следующем году и стать дополнительным источником финансирования арктических регионов. Правила сдачи ЕГЭ изменятся в следующем году из-за ограничительных мер. Об этом рассказали в Минпросвещении и Рособорнадзоре. Так, для выпускников 11 классов и других участников ЕГЭ досрочный период проведения экзаменов отменяется. Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдавать государственный выпускной экзамен по 2 предметам. Это русский язык и математика. Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать ЕГЭ, достаточно сдать на удовлетворительный результат экзамен по русскому языку, чтобы получить аттестат. ЕГЭ по математике базового уровня в следующем году проводиться не будет. Основной период ЕГЭ ориентировочно пройдет с 31 мая по 2 июля для всех участников экзаменов, в том числе для выпускников прошлых лет. 85 лет исполнилось Алекминской центральной библиотеке. Она носит имя выдающегося якутского драматурга, переводчика, первого якутского киносценариста Льва Львовича Габышева. Чем сейчас живет библиотека, расскажет наш корреспондент Елена Фаст. Библиотека. Чаще всего здесь тихо. На полках ровные ряды книг. Книжный фонд составляет более 40 тысяч экземпляров. То и дело, открывается входная дверь и заходит очередной посетитель, для которого книга сохранила свою прелесть в мире современности. Кстати, сейчас библиотека идет в ногу со временем. У нас центр правовой информации есть при библиотеке, интернет-класс есть, возможность доступа в электронную библиотеку национальной библиотеки. Много возможностей, при желании все можно. 85 лет исполнилось районной библиотеке. Большой временной промежуток, в который менялось многое. Вроде бы как бы и мало времени, и в то же время это все-таки история нашего района, города, республики, страны, можно сказать так. Это история библиотечного дела, статус, как мы получили именно районной библиотеки. Когда-то мечтали эту дату встретить очень ярко, улыбается Алена Валерьевна. Помните, мы мечтали как? Да. Да, в Северянке, да, с большим таким размахом, да, все наши филиалы, да, столько гостей. Но пандемия вносит свои коррективы в нашу жизнь. И мы вынуждены где-то встречаться малыми группами. Но я вас искренне рада всех видеть. Я вас всех поздравляю с такой торжественной датой, с юбилейной датой. Тем не менее, хоть и небольшим составом встретились, перелистнули страницы, а их даже в последнее время немало. Несмотря на соблюдение всех требований, библиотека продолжает жить для своих читателей. 64 онлайн-конкурса, около 300 тысяч просмотров и 1500 подписчиков. Такой результат у этого времени. Но, как бы ни складывалось сейчас, книга не может утратить своего очарования. Мне кажется, все-таки нет. Все-таки нет. Даже вот если посмотреть сейчас на полиграфические продукцию, она же все тоже сейчас в таком виде выпускается, чтобы привлечь внимание, чтобы снова к себе как-то подтянуть своего, чтобы найти своего читателя. Мне кажется, нет, все равно останется. Потом информацию, конечно, интереснее и быстрее, и удобнее находить в интернете. Это мы все это поняли и все этим пользуемся. А вот для души все-таки, мне кажется, должна быть книга. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Необычная выставка открылась в центре Якутска. Фотографии пейзажей нашей республики разместили на ледяных плитах в виде ленских столбов. А центральную часть выставки занимает скульптура бизона, символ упорства и труда. Про необычную экспозицию расскажет Полина Долинская.
канун наступающего года БК уникальная экспозиция прямо на улице стала своеобразным подарком для жителей Якутска. Реализация проекта прошла в кратчайшие сроки, и, как рассказывают сами организаторы, от идеи до воплощения ушло порядка 3 недель. Основная идея выставки – это популяризация фотографии. Так как это было такое некое начинание, мы взяли из того, что есть. Да? Это природа, это все, что связано с Якутией. Маленько подобрали из того, что у наших резидентов есть, и выставили. Но я вижу, что люди ходят, смотрят. Да. Ну, как бы это же часть зимой, что еще делать? Да. Ходить, смотреть, да. Маленько постоял, убежал. Инициатива уличной экспозиции с работами якутских фотографов принадлежит творческой платформе «Пространство» в сотрудничестве с венчурной компанией «Якутия». Фотографии и пейзажи нашей республики размещены на ледяных плитах в виде ленских столбов, а центральную часть выставки занимает скульптура бизона – символ упорства и труда. Символично, что бизон стал логотипом и главного организатора выставки. Выбрали символ бизона, да, для нашего акселератора, потому что мы хотим, чтобы наши стартапы, они тоже вот выживали в любых условиях и, может быть, даже не уезжали, но потом они к нам, чтобы возвращались, здесь процветали, потому что здесь их ждут, вот, и у них здесь условия для развития есть. Когда видите такое могучее животное, как бизон, первая ассоциация – это сила и мощь. Вот. Но также теперь это стало символом нашего развития, и благодаря пространству этот бизон стал символом объединения, потому что вот этот проект был сделан при помощи краудфандинга. На сегодняшний день экспозиция уже получила положительный отклик от горожан. Люди с удовольствием рассматривают фотоработы. Как рассказали организаторы проекта, проходить такие коллаборации теперь будут ежегодно. Полина Долинская, Илья Сыромятников, Якутск. А в Санкт-Петербурге перед Центральным военно-морским музеем открылась уникальная уличная выставка-фестиваль «Арт-Антарктика». Зрелищное световое мероприятие с использованием 3D-проекций посвящено 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фадеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. Подробности в следующем сюжете. Программа выставки состоит из 4 мультимедийных частей, среди которых показ исторического фильма, посвященного освоению материка, демонстрация видеоперформансов современных художников и объявление победителей онлайн-конкурса детских рисунков. Ее концепция – это совмещение разных видов искусства и, скажем так, какой-то образовательной функции. Да? То есть мы рассказываем об истории открытия Антарктиды, в то же время предоставляем площадку для высказывания видеохудожников. Центром экспозиции стала масштабная мэппинг-инсталляция в виде светящегося айсберга. Уникальность выставки заключается в том, что показ видеоперформансов впервые будет осуществляться изнутри объемного кристалла и отображаться на всех его гранях одновременно. Идея проекта родилась, ну, скажем так, в диалоге с Андреем Пуниным, моим идеологе, еще в 2019 году, в начале 2019 года, когда я задумался о том, что надо что-то очень хорошее сделать в 200-летие открытия Антарктиды. Меня это касалось вообще напрямую, потому что я на этом континенте провел достаточно много времени. Это был 87-88 год, еще Советский Союз. Посмотреть на необычную экспозицию жители и гости Петербурга смогут до 27 января включительно. Ну, очень интересная, на самом деле, инсталляция. То, что в городе, в историческом, новые формы, красиво подсвечено. И мне кажется, что это добавляет нового взгляда, новых каких-то, не знаю, новых эмоций в старом городе, какие-то новые формы. Это всегда интересно. Отметим, что к знаменательной дате с прошлого года открыты многочисленные экспозиции и выставки, посвященные исследованиям самого загадочного и безмолвного места в мире. Напомним, 6-й материк был открыт 28 января или 16 января по старому стилю в 1820 году русской кругосветной военно-морской экспедицией. Агафья Гоголева, Эдгар Николаев, Санкт-Петербург. Сборная Якутии выиграла 3 золота, 3 серебра и 1 бронзу на всероссийском турнире по вольной борьбе на призы Академии борьбы Миндиашвили. Соревнования проходили в Красноярске.
В весовой категории до 65 килограммов первое место занял Айсен Потапов. В финальной схватке он победил товарища по команде Петра Павлова, который получил серебряную медаль. Вторую золотую медаль в копилку нашей сборной заработал Нургун Сергин в категории до 92 килограммов. Третье золото завоевал Виктор Рассадин. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 18 регионов России. Потепление ожидается в Якутске в новогоднюю ночь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха 31 декабря составит минус 33 градуса. Переменная облачность и без осадков. Завтра днем минус 40 градусов, ночью минус 43. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. В среду, 30 декабря, синоптики также прогнозируют переменную облачность без осадков. Днем минус 34, ночью похолодает до минус 45 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. К этой минуте у меня пока вся информация. Берегите себя, не забывайте про маски и перчатки и соблюдайте социальную дистанцию. До встречи в эфире.